Джанло Радио, Джаз-клуб и Рэй представляют Иджат Хане. Лучшие виртуозы Крыма на одной сцене. Только живая музыка. Лайв-трансляция. Главный музыкальный проект этой весны. Иджат Хане. Джаз-клуб и Рэй. Селям! Хайрлы акшамлар! Добрый вечер всем, кто собрался сегодня в этом зале. Мы приветствуем вас на нашем новом музыкальном проекте под названием Иджат Хане. Иджат Хане — это творческая лаборатория, это творческая мастерская. Мы видим этот проект как арт-лабораторию, мастерскую, которая будет вместе с вами, которую мы вместе с вами будем открывать для себя и постигать тонкости крымско-татарской музыки. Проводниками в этом пути нам станут лучшие музыканты полуострова. Скромно? Я считаю, что мне не нужно долго задерживаться на этой сцене сегодня. Давайте дадим слово музыкантам. И сегодня мы станем такими свидетелями их общения между собой с помощью музыки. И я думаю, что сегодня будет прекрасный вечер. Хайрлы акшамлар, хош келдіңіз. Наджа ханым, чох сағылыңыз за то, что нас так красиво представили. И сейчас давайте познакомимся с нашим таким скромным составом, как вы сказали, Наджа ханым. Сегодня с нами Серан Усманов, выдающийся гитарист, обладающий различными стилями игры, начиная от мугама и заканчивая фьюженом. Сегодня с нами Ружди Меметов. Это талантливый аранжировщик, участник различных проектов, фестивалей, а также, так скажем, гармоническая функция группы «Хаят». Сегодня с нами еще Эмиль Меметов, профессиональный пианист, виртуоз, также солист группы «Хаят» и оркестра Крымско-татарского театра. Это тоже он просил это сказать про него. И еще сегодня Айдар Ага Аширов, выдающийся барабанщик, один из лучших барабанщиков Крыма, участник различных проектов и фестивалей. Как уже сказала Наджа ханым, наша программа будет поделена на две части, где мы пообщаемся на некоторые темы в первой части, и вторая часть программы уже будет посвящена непосредственно гостю нашего вечера, Рустему Куртмеметову, где мы познакомимся ближе с его творчеством. И так как первая композиция у нас связана с таким джазовым рифом, или, скажем, ритмом 5/4 известным, и первая композиция будет Take 5, а дальнейшая ее аранжировка будет на одну из крымско-татарских тем, возможно, которую вы узнаете позже. И сразу такой резкий вопрос, вот, Серана, хочу вам задать по поводу, как вы считаете, а как по-другому, нужно сразу ставить точки над «и», как говорится. Первый вопрос, как вы считаете, хорошо ли, что крымско-татарские музыканты экспериментируют с крымско-татарской музыкой, совмещая ее с различными жанрами, например, джаз? Естественно, хорошо. А как быть тогда, то, что старшее поколение это как-то критикует? На Как это не надо обращать внимание. Надо, чтобы у нас был прекрасный фольк, чтобы были люди, которые умеют хорошо исполнять фольк. Пусть будет рок, да, пусть будет джаз. Главное, чтобы это было сделано качественно. Вот. Самое главное это. Чох сағылыңыз? Да, и все называть своими именами. Если джаз, это джаз, да? Фольк это фольк, рок это рок. Да. Ну, стремиться надо охватить все это. Ну, то, что мы и делаем, пытаемся сделать, чтобы в каких-то композициях показать, то есть тематику крымско-татарской музыки, в то же время поимпровизировать. Ну, на примере лучших музыкантов, может быть, Америки, да, с которых мы учились. То есть вот такие вот эксперименты будем пытаться делать с вашей помощью. Спасибо.
Друзья, мы постараемся исполнить для вас первую композицию.
Çok sağ olun, достар. Вот такой вот эксперимент получился с крымско-татарской музыкой, да? Да, хотелось бы напомнить то, что у нас сегодня необычный концерт. У нас ведется онлайн-трансляция на YouTube и на Facebook. Поэтому, если у кого есть какие-то возможности у наших зрителей или те, которые только подключились, вы можете задать нам вопросы. И один из лучших вопросов получит бесплатный билет на следующий концерт. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, а мы приступим к следующей композиции нашего вечера.
Çok sağ olun за вашу реакцию, достлар. Очень приятно ее наблюдать, особенно эти живые эмоции. И композиция, которую мы сейчас сыграли, называется «Вардым Чешме Башина». Это как бы фольклорная композиция, а мы сделали импровизацию на эту тему. И у нас здесь есть один наш участник нашего коллектива, это Ружди Меметов. И хотелось бы затронуть одну такую тему. Недавно нашу музыкальную индустрию потрясла новость о том, что Ружди Меметов был в коллабе с одной популярной группой А-студио. И это, на самом деле, для крымтатарского народа большое достижение. И если можно, Ружди ага, пару слов по поводу, как это было и что нас дальше ждет. Салям алейкум Иркезге, добрый вечер. Спасибо большое, что нашли время, пришли. Очень приятно, чок саулнс. А насчет проекта, да, получилось так, что лидер группы А-студия Байгали Серкибаев, ну, сейчас модно, Инстаграм, все эти дела. Да. Вот, значит, кинул такой клич. Они как раз выпустили новый сингл, песню «Остров». И вот он как бы сделал такое предложение инструменталистам, музыкантам сделать какой-то кавер на эту песню. Ну, я там, как обычно, в сторисе на минуточку решил это записать. И я так понял, что ему очень это понравилось. Он сразу же связался, там, созвонились в WhatsApp, все эти дела. Вот, и предложил, говорит, давай как-то сделаем, чтобы это была полная версия песни, соответственно. Вот, и очень понравилось, что были такие элементы немножко восточные. Они, ребята, тоже все восточные. Они Вот. с этого кайфанули? Да, да, они очень кайфанули, и мы там сделали такой микс. Очень много музыкантов интернациональных, там из Германии были. Там, ну, то есть как бы очень получилась такая объемная работа. Вот, и сделали такой вариант, они даже сделали такой мини-клип, скинули на свою страницу в студии, что было очень приятно, отметили. То есть как бы, ну, вот так. Браво, получилось, браво. что да, получилось, Браво. что поработали. Дай бог, чтобы и не последняя работа была. Саун. Да, друзья, когда такие примеры у нас совсем рядом, нам, как молодому поколению, есть над чем задуматься и сделать выводы насчет популяризации наших соотечественников. Поэтому... Ну, а мы приступаем к следующей нашей композиции. Это песня «Лейлям». Композитор ее Асан Рифатов, а слова Ибадулла Грабова. Но мы ее исполним в инструментальном варианте. Надеемся, вам понравится. Саунс.
Чё, сағалыңыз, достар, вот такая любовная композиция «Лейлям» сейчас прозвучала. Сейчас такой у меня вот вопрос. Кто-то был недавно вообще на крымстарской свадьбе? Может быть, есть кто такие в зале в этом сезоне? Да? Потому что мы, наверное, подошли сейчас к самой хайповой темой для крымстарского народа. Это связано с нашей следующей композицией, которая называется «Отырнус худалар». Но худалар здесь нет, да, как я понимаю. И так как мы подошли к крымстарской свадебной музыке, у меня вот вопрос к Эмильбею, к вам. Как вы вообще сами? Хорошо все? С короной никто не разговаривает, микрофон. Ассаляму алейкум, добрый вечер, уважаемые дамы и господа, друзья. Очень рады сегодня вас видеть в этом прекрасном зале. Для нас это честь сегодня выступать для вас. Начну с этого. Вот. А свадьбы, друзья, это святое. Ну, это шутка, конечно. Но смотрите, свадьба в нашем народе, в крымско-татарском, конечно, имеет особое такое большое значение. Имеет давние традиции, свои обряды. Вот. Но время сегодня такое диктует, 21 век диктует немножко свое. Поэтому я так думаю, что видоизменились наши крымско-татарские свадьбы. Вот единственное такое пожелание. Хотелось бы, конечно, чтобы на наших свадьбах, ну, не, раз уже вопрос о свадьбах, то будем... Говорите о свадьбе. Звучала живая музыка, живые музыканты, исполнители, чтобы звучала наша крымско-татарская музыка. Вот. Но делать все для этого, стараться не только музыкантам, но и нашему народу прививать культуру детям, семьям и так далее. Вот хотелось бы вот такое вот пожелание. Вот сегодня мы в основном 99% нашего репертуара сложен из крымско-татарских песен, крымско-татарской музыки, ну, в такой вот, в наших аранжировках, фольк-джаз и так далее, ну, наверное, так. В принципе, такую музыку в таком варианте можно исполнять и на торжествах, на свадебных и так далее, поэтому... До первого гостя, да, наверное? До первого гостя. Да, к сожалению, вот для музыкантов сегодняшних, свадьба, это сейчас, наверное, одна из единственных площадок, где можно себя как-то показать, выступить, сыграть что-то и так далее. К сожалению, дальше времени нету. Программа диктует свое свадебное, поэтому вот так вот. Ну, вам хорошего вечера хотел пожелать. Вот. От души. Çok sağ olun Эмиль. Спасибо всем. Ну, а для вас следующая композиция «Отырнус худалар».
Чох сағылыңыз, друзья, но сейчас особый момент нашего вечера, и пришло время пригласить к нам нашего первого гостя. Это музыкант, очень выдающийся, способный легко воплотить самые смелые творческие идеи и интерпретации, участие в известных международных конкурсах, фестивалей, солист группы «Хаят», скрипач, виртуоз и мой дядя, в частности, Рустем Куртметов, пожалуйста. Селям алейкум, добрый вечер всем. Рустем Куртметов, друзья. Ни для кого не секрет ваше музыкальное наследие, которое передавалось из поколения в поколение, но для многих, может, кто не знает или кто подсоединился для нас в прямых трансляциях, было бы, наверное, интересно узнать о этапах становления вашего творчества. Если можно, пару слов, Рустем. Ну, для начала я хотел бы сказать, я очень рад сегодня находиться здесь. Это вот первое отделение, это просто круть. Поаплодируем музыкантам. Супер! Чох сағылыңыз. Саунус. Эллеріңізге сағлық hepinizге. Ну, честно говоря, судя по первому отделению, после такой крутой музыки, надеюсь, что второе будет хотя бы так же. Надеюсь, не испорчу. Да, еще, пожалуйста, о этапах становления вашего творчества. У нас тут просто сценарий, Рустембек, поэтому... Все-таки Если вернемся, можно. да, к этому? Хотел обойти эту тему, но никак, видать. Ну, если честно, этапов было несколько. Первый — это, ну, самое детство. Это далекий 89-й год. Это еще Советский Союз, представьте себе. Ну, начиналось все как-то, знаете... Ну, естественно, мне было 6 лет. Сказать, что я горел там, стать скрипачом, это, ну, как вам сказать, все в детстве, тем более в Советском Союзе хотели стать космонавтами, если вы помните. Ну, я в том числе, честно говоря, ни о какой скрипке речи не было. Если честно, это было огромное желание моего отца, чтобы я стал музыкантом, скрипачом именно. Тяжело как бы говорить сейчас об этом. На то время два моих брата уже занимались музыкой. Один играл на аккордеоне. Кстати, он здесь, Искендар Кутмеметов. Мой старший брат. Среднему, к сожалению, не получилось приехать. Но я думаю, что он с нами, он в эфире, он душой с нами в любом случае. Он в Керчи сейчас. Да, погода нелетная, не получилось. Передаем ему огромный привет. Получилось, ну, получается, 89-й год, вот вы представьте себе, да, то есть мне 6 лет, ни о какой музыке, никаких там еще понятий, ничего такого близко. И вот это вот желание отца, он говорит, все, завтра идем в музыкальную школу. Это я даже еще в школу общеобразовательную не ходил. То есть вот так все началось. Ну, сдал какие-то экзамены там, в общем, что-то спел, что-то сыграл, прохлопал, как обычно это бывает. В общем, меня взяли. Вот я учусь, как бы, ну, знаете, поначалу, конечно, ничего не предвещало хорошего. Где-то лет до 10, ну, не блистал я особо, честно сказать. Не было желания, наверное, просто нужно было как-то осознать, для чего это мне нужно, зачем это мне нужно, стоит ли вообще это делать. И лет так в 10, ну вот это желание постепенно стало просыпаться. Я все больше стал заниматься, увлекаться и классической музыкой, и народной, так как в доме была огромная фонотека народной музыки, классической в том числе. В общем, как-то вот так вот завязалось все. Я ваш. Вот первый этап это был такой. А дальше? Все сразу рассказать? Все сразу. Все записывается, всё давно Алим все записано. знает, всю правду, поэтому, если что, он всегда сможет. Второй этап — это уже музыкальное училище. Это уже, по-моему, 98-й год.
Ну, естественно, новые знакомства, новые перспективы, новые люди, новые идеалы. Естественно, уже взрослее, как-то понимаешь, по-другому все воспринимаешь. Стараешься где-то кого-то перенять, на кого-то быть похожим, какие-то, ну, просыпаются новые эмоции, чувства, я не знаю. Ну, вот это второй, можно сказать, музыкальное училище, это второй этап становления. Да, а скажем вот так. после музыкального училища у вас не было желания пойти дальше учиться в консерваторию? Ведь, насколько мы знаем, вы дальше уехали работать в Египет, и вообще с чем это связано, если можно? Ну, смотрите, уехал я не сразу. После училища я поступил еще в университет, проучился там 2 года, параллельно работал в ансамбле «Хрым». Ну, это время, как бы тоже, можно сказать, своего рода этап становления, как мы уже говорили раньше. Потому что я познакомился с многими музыкантами. В основном это были преимущественно народные в ансамбле «Хрым». И вообще мы с ними гастролировали по многим странам ближнего зарубежья. Я увидел, как играют музыку за рубежом, как ее ценят, воспринимают. То есть, ну, как бы много эмоций. И каждый этап, конечно, это какой-то рост, я так думаю. Это, можно сказать, 3-й этап. 4-й этап – это уже в силу некоторых обстоятельств. Я вот с моими друзьями мы поехали работать за границу, в Египет. Это тоже примерно 2 года. Там уже музыка была немного формата не классического и не народного. Это было больше такое зарубежный. Где-то это был классический джаз. Ну, что-то такое, в общем, в таком направлении мы старались. Ну и уже по возвращению мы вот создали ансамбль «Хаят». Это, наверное, как бы сегодняшний этап. Как бы до сих пор мы работаем, что-то делаем. Ну, в общем, Çok sağ olun. из этапов это Рустам Бей. пока так. О дальнейших этапах мы говорим позже, а сейчас следующая композиция для вас, друзья. Gözlerim duman duman ve bağlaması halinin tubinde.
Çok sağ olun, достар. Как вы заметили, Рустема сегодня к нам пришел не с одной скрипкой, а с двумя. Да, интересно бы узнать, как это связано. На самом деле, вот анализируя комментарии в Фейсбуке, которые ему пишут, очень много людей пишут, то, что скрипка звучит и как дудук, да, и напоминает звук дудуга. И интересно было бы узнать, с чем это связано. Рустем ага, если можно, пару слов об этом. Ну, я как-то с детства заметил такую особенность в скрипке. Когда перестраиваешь ее, вернее, когда струны звучат ниже, чем классический строй, ну, скрипачи поймут и вообще музыканты, наверное, о чем я говорю сейчас, а скрипка появляется вот на низу, она больше похожа на, ну, звук дудука, скажем, грубо, конечно. В средних регистрах она напоминает больше кеманчу. Ну и как-то, да, обертона чуть-чуть подсаживается, и такой звук получается, немного более народный, скажем так. Ну и, в общем, как-то на этом фоне, ну, приходя к определенному выводу в этом смысле, конечно, был опыт записать пару композиций именно на такой скрипке перестроенной. Ну, сейчас мы, наверное, продемонстрируем это. Да, как если это... можно. Пока у нас технические неполадки, наверное, будет уместно поговорить о следующей композиции, которую мы играем. Эта композиция называется «Ахьяр». Вообще, изначально это была мелодия инструментальная и называлась «Эскивари-рач», но со временем на нее написали слова, и эта мелодия перефразировалась в название «Ахьяр». Скрипка очень капризный инструмент, поэтому сейчас немного времени.
Вот такая вот композиция прозвучала у нас. Это вторая была композиция, называется она «Мастика». Это композиция, пришедшая к нам из балканских стран. Ее исполняют как и греки, так и турки. Ну и, как страна говорит, в наши земли она тоже ворвалась. Да, пока Рустембей меняет скрипки, у нас есть программа. И, конечно, мне не хочется прерывать такую музыку вопросами, но мы должны идти по сценарию, Рустембей, поэтому... Да, вот такую тему хочу затронуть, то, что на сегодняшний день нередко, что один и тот же музыкант играет в разных стилях. И мы знаем, как вот Рустембей преуспевает в таких разных стилях, как и классика, джаз, фольк. И как у вас удается уметь совмещать эти разные стили, и не влияет ли это на другой стиль музыки, например, на классический или на здоровье, как сказал Сирана? И как вы считаете, Рустембей, скрипка, она к любому жанру музыки подходит? Или есть какие-то жанровые пространства, куда вы с ней не сунетесь? Ну, всегда, как бы если возвращаться к вопросу о этапах становления, скажем так, то в каждой из отрезков в моей жизни была определенная музыка, которая преобладала, можно сказать. То есть если в детстве это был фольклорная классика, в музучилище это тоже классика, потом фольклорная. Уже за границей, когда мы работали с друзьями, это было уже больше джазовое, скажем так. Поэтому, наверное, с каждым этапом накладывалось со временем эти стили друг на друга. И в итоге как-то интересно. Сегодня, если ты можешь сыграть что-то с элементами классики, завтра с элементами фольклорной музыки, в следующий день, может быть, джазовая музыка. То есть это было изначально, даже на период того, как вы учились, у вас не было в мысли связать себя только с одним жанром музыки? Я даже не могу откровенно сказать, как так получилось. Просто, наверное, в моей жизни мне повезло с педагогами, с музыкантами в жизни. То есть я поиграл в Крыму практически со всеми, можно сказать, наилучшими музыкантами. Это, конечно, большое везение, мне кажется. И это, наверное, откладывает какой-то отпечаток потом на творчество. То есть эти музыканты на ваше творчество такой эффект... Безусловно, влияют. С каждым разом, да. А если поговорить о тех музыкантов, кто для вас является учителями непосредственно в крымско-татарской музыке? Есть ли у вас свои идеалы? Я имею в виду не только крымско-татарской, если взять музыку в целом, кто для вас является идеалом исполнителя, и в крымско-татарской музыке кто для вас является учителем? Смотрите, если брать классику, то, конечно, имен очень много, на самом деле, потому что в классической музыке очень много, тем более на сегодняшний день, с учетом того, что глобализация, интернет, много информации, слушаешь просто, что молодые ребята играют классику так, что просто в шоке. Поэтому, наверное, нужно отметить, из классической музыки, конечно, всегда нравилось слушать Ленина, Когана, Ойстраха, допустим. Позже это был Максим Венгеров. Что касается джазовой музыки, конечно, классический джаз, джипси джаз, это, безусловно, Стефани Граппелли. А джаз-роковые музыканты — это Жан-Люк Понти, Дидье Локу, тоже француз, очень мне нравится его творчество. Если говорить о фольклорной музыке, конечно, для всех скрипачей, Эльмар ага здесь в зале не даст соврать, что для всех нас, наверное, Энвер ага Шерфединов — это номер один. Был, есть и, наверное, будет, я уверен. Эльмар ага, Саунус, я вас с детства всегда тоже слушал, старался что-то перенять. Чох Саунус, за то, что вы были тогда, есть сейчас. Чох Саунус, Рустембей, за... Что мы там играем? Мы там играем следующую композицию, которая называется «Помогче хыс». Мы постараемся ее сыграть в стиле босса. А я хотел бы напомнить вам то, что автором этой композиции является Хабул Сейтвилиев.
Браво, Рустам. Позволю себе ворваться. Я напомню, что у нас все это время идет прямая трансляция, и мы получаем вопросы от наших зрителей. И, как мы обещали, сегодня у нас будет специальный приз автору самого лучшего вопроса. Это приглашение на следующий концерт Иджат Хане. И вот я хочу озвучить вопросы, и давайте вместе с вами выберем лучший вопрос. Смотрите, вопрос такой. Кстати, я хочу сказать, что, наверное, все уже поняли, что подобного рода вечера — это лучший ответ на вопрос, есть ли будущее у крымско-татарской музыки. Да? Итак, вопрос номер 1. Сколько времени, какие условия нужны для того, чтобы такой ансамбль, как ваш, приглашался на мировые музыкальные платформы? Кто ответит? Все зависит. Да. Все зависит от предложенной суммы, которую могут нам заплатить взамен. Скромно и со вкусом. Так, какими качествами должен обладать эстрадно-джазовый исполнитель, чтобы стать популярным в Крыму? Сиранага, как мэтр. Ну как? Уметь играть. И все. И все. Отлично, браво. Да? Так, нужно ли создавать музыкальные национальные консерватории и музучилища? Да. Я считаю, что именно нашему народу этого очень не хватает. Нужна национальная школа обязательно. Но, к сожалению, с педагогами пока мы вынуждены будем какое-то время опираться на соседние, скажем, страны, такие как Турция, например, или Азербайджан, которые близкие по языку, по религии, и по культуре. Поэтому, наверное, это нам очень не хватает. Она обязательно, такая школа нужна. Иншаллах. Аллах смет etse, надеемся, что она будет.
еще один вопрос. Может быть, ответ на него, может быть, будет музыкальным. Смотрите. Каверный вопрос, неожиданный. Это не по сценарию идем. Что получится, если соединить крымско-татарский фольклор и кантри? Получится тым-тым. Сейчас будет. Кантри, пацаны.
Друзья, ну мне кажется, именно этот вопрос должен получить следующий бесплатный билет на наш творческий вечер, по-любому. Друзья, если у вас какие-то есть вопросы, Рустембей, вы можете их задать и не стесняйтесь, он постарается ответить на любые ваши темы. Вот, Сиджалил хочет задать вопрос. Добрый вечер, дорогие гости. Рустем Уста, хочу задать вам вопрос. Я думаю, ни для кого из нас не секрет. Помимо того, что вы мастерски владеете таким инструментом, как скрипка, вы еще умеете задевать струны души своим вокалом. Может быть, какой-нибудь экспромтик? Какую-нибудь песенку? Я думаю, Рустем, все поддержат. Отлично. Немного неожиданно, поэтому извиняюсь сейчас. Да, по поводу настройки инструмента, однажды была такая история. В Стамбуле был концерт с музыкантами. Мы играем, и гитарист настраивает гитару тоже уже. Это не Сирана, а был другой гитарист. Во время концерта расстроилась гитара, и он настраивает гитару, и из зала слышите: ты не можешь это делать из дома, почему ты во время концерта настраиваешь гитару? Кусочек крымско-татарской народной песни. Ну, я думаю, что вы ее сразу знаете. Yeleskende sağlanan selvi dağlara Yeleskende sağlanan selvi dağlara Bizim için kanlı da oldu Of aman aman Baydaraba yollara Bizim için kanlı da oldu Of aman aman Baydaraba yollara
yollara. Dağlar taşlar inledi tüfek sesine de dağlar taşlar inledi tüfek sesine de can vermesi kolay değil ki. Of aman aman şu gençliğimde can vermesi kolay değil ki. Of aman aman şu gençliğimde. Друзья, это было вне программы, полнейшая импровизация. Рустем Курсуметов, друзья, браво. Друзья, на этой прекрасной ноте мы, к сожалению, должны с вами попрощаться. Большая благодарность нашим гостям, музыкантам, Сиран Бей, Эмиль ага, Рустем ага, Ружди ага, Айдар ага. Сегодня они играли для вас. Нашим операторам, нашему звукорежиссеру Искендера. Спасибо этому прекрасному месту, джаз-клубу «Ирей». И идейным вдохновителем Сиран ага является и Марлен ага Бекиров. Отдельно благодарим Джанлы Радио и Наджие Ханум. И, конечно, отдельная благодарность нашему сегодняшнему зрителю. Без вас сегодня этого концерта не было, друзья.
Çok sağ olun dostlar. Я хочу еще раз напомнить героя сегодняшнего. Я хочу еще раз напомнить героев сегодняшнего вечера. Серанага Османов. Браво! Айдер Аширов, ударные. Алин Куртмеметов дебютировал в роли ведущего. Ружди Меметов. Браво! Эмиль Меметов. Машаллах. Браво! Рустем Куртмеметов. Спасибо всем, кто был с нами в этот вечер. Спасибо этому гостеприимному месту. Проект «Иджат Хане» — это был первый выпуск нашего нового музыкального проекта, который задумывается как музыкальная лаборатория. Это поиск, это всегда про импровизацию. Я надеюсь, вам понравилось. Значит, надо встречаться еще. Сага у нас. Хайрлы акшамлар.